Десятки родин у Зарічному залишаться просто неба заради об'їзної дороги Сімферополя. Під час будівництва нової траси окупаційна влада планує знести весь центр села і десятки садиб. Йдеться про майно щонайменше на 59 ділянках. Люди обурюються, бо ж не вірять в компенсації від окупантів, та й віддавати оселі під знесення не бажають. Вони запропонували прокласти дорогу в обхід ближче до Аянського водосховища або ж до військового полігону. Але окупанти одразу ж відкинули таку пропозицію. Жители, которые живут к долине, не имеют никакого отношения, большое количество людей, которые Добровскую долину на сегодняшний день называют Добровская, как Добров в эфире. Они понятия не имеют, они пришлые люди, совершенно чужие. Сегодня очень можно легко, элементарно дать хоть проектировщику выделить участок. И тогда проектировщик, приехавший с Ленинграда или с Воркуты, или с Новосибирска, элементарно начинает выполнять любые требования, сросшиеся коррупционной схемы здесь на месте. Люди, видя это, пугает уже даже не сама дорога, а пугает издевательство над Коррупцию человеком. видно. А среди народа ходят всякие слухи. Конечно, я их не поддерживаю. И я считаю, что это неправильно. Что там, где собираются строить трассу, там нужные люди, там известные, богатые и так далее. Народ вот такие слухи пускает. Конечно, это неправильно, но надо это все пресечь тем, что наконец-то выбрать ту трассу. Є й такі, що гаряче вітають будівництво окупантів. Навесні десяток жителів Зарічного записали відеозвернення до окупаційного ФСБ. Поскаржились на своїх односельчан, які не хочуть, щоб через їх ділянки проходила швидкісна магістраль. Доносчики ж назвали їх зрадниками, які ведуть антиросійську пропаганду через спільноту села у Вайбері. Та навіть угледіли американський слід. По крайней мере, один из членов группы, с ее же слов, длительное время проживала в США и вел некую деятельность совместно с администрацией президента США, мы сможем предполагать, в чьих интересах ведется эта деятельность. Кроме того, в ходе разработки планов проведения дороги этим же лицом был предложен вариант прохождения трассы со значительным изъятием земель военного полигона Ангарский. Из последующих ответов военных стало известно, что подобные действия могут поставить под вопрос целевое использование полигона, а значит навредить обороноспособности нашей страны.